Всем привет! Это Айсена Барнашова, Максим Кардозу и снова дневники игр «Дети Азии». Максим, о чем расскажем в этом выпуске? Ну как о чем, Айсена? Конечно, о победах наших юных чемпионов. Так что на старт, внимание, марш и побежали! Айсена, фальстарт! Айсен, вот что ты выберешь? Художественную гимнастику или фигурное катание? Художественную гимнастику. Хорошо. Художественную гимнастику или синхронное плавание? Художественную гимнастику? Да. Художественную гимнастику или спортивные танцы? Максим, художественную гимнастику. Спортсменкам необходимо выполнить не просто сложнейшие элементы с предметами, но и сделать это изящно, грациозно и красиво. Кстати, в турнире по художественной гимнастике невероятная конкуренция, ведь в Якутск на игры «Дети Азии» приехали лучшие спортсменки из разных стран и регионов. В завершающий день соревнований 8 лучших гимнасток соревновались за медали в личном первенстве. Спортсменки продемонстрировали блестящее мастерство и полностью раскрыли свой талант перед строгим жюри. Красота и сила, мощь и грация переплетаются в художественной гимнастике. И в этом искусстве очень сильно выделяется российская школа, являясь одной из самых ярких и успешных. Команда Сибирского федерального округа отличилась сильным составом. Все участницы показали отличные программы. В выступлениях с лентами и с обручем в личном первенстве завоевала золото Ульяна Янус. Она же стала обладательницей серебряной медали в выступлениях с булавами и с мечом. Мне кажется, что все девочки очень сильные и достойны соревноваться. Вот, с ними очень интересно. Да, я очень рада, что более-менее все сложилось. Вот, спасибо большое моим тренерам и всем, кто за меня болел. Сильнейшая борьба действительно велась между командами России. Юная спортсменка из команды Москвы София Альтерякова завоевала золото в упражнениях с мячом и взяла серебро в выступлениях с лентой. Сильную конкуренцию составила Республика Беларусь, а вот открытием года стала спортсменка из сборной Казахстана. Акмарал Рикешева отличилась прекрасной технической подготовкой. Она без труда завоевала любовь зрителей и сорвала овации зала. Спортсменка увезет с собой 2 бронзовые медали. Я очень рада, что я попала на эти хорошие крупные старты. Мне очень понравилось здесь выступать. Все очень красиво и хорошо организовано. Девочки из Москвы, конечно, очень хорошо выступили. Такие очень красивые, запоминающиеся. Из Казахстана тоже вот девочки очень мне понравились. В России художественная гимнастика, как вы знаете, очень хорошо, очень сильные девочки. И наши якутские девочки выступают наравне, это очень радует. Все девочки очень сильные, мы очень-очень довольны соревнованиями. Спасибо большое. А тренеры отмечают прекрасные условия для соревнований. Условия, хорошее место, много места для подготовки, было высокий потолок, все, что нужно для проведения такого уровня соревнований, сильные соперники. Мы очень рады, что показали хороший результат и посоревновались с такими сильными гимнастками из Москвы, из Белоруссии и из Казахстана. Сборная Якутии по художественной гимнастике завоевала золото в групповых упражнениях с обручами. Таким образом, якутские гимнастки впервые стали чемпионками за всю историю игр «Дети Азии». Также они взяли бронзу в групповых упражнениях с булавами, уступив серебро и золото сборным Беларуси и Сибирского федерального округа. Сегодня очень крутые эмоции мы испытали на выступлении. Обручи мы выступили очень классно, мы показали то, что мы умеем делать. На булавах, к сожалению, не совсем все получилось, но это тоже было очень круто, очень зажигательно. И нам очень понравилось то, что мы сделали сегодня. Сахара, Якутия! Порядка 80 юных гимнасток показали зрелищные номера. В течение 3 дней они соревновались в личном и в командном зачетах.
Талант, грация и красота юных спортсменок останутся в истории 8-х игр «Дети Азии». Дая Барашкова, Радомир Сергеев. Игры «Дети Азии» — это единственный в России проект, который находится под патронажем сразу и Олимпийского комитета, и ЮНЕСКО. История игр берет свое начало с 1996 года, и за это время расширилась и география проведения соревнований, а также появились зимние игры «Дети Азии». Сохраняются и традиции. Например, огонь зажигается у подножья Ленских столбов, а в турнирной таблице обязательно присутствует легкая атлетика. В соревнованиях по тройному прыжку используют специальный кварцевый песок. Он намного мягче, чем обычный, и напоминает по ощущениям муку. Используют его для того, чтобы спортсмены при прыжке не поранились и было удобнее падать. В соревнованиях по тройному прыжку среди юношей за золотую медаль боролись 12 спортсменов из разных стран, включая Сирию, Пакистан, Узбекистан и Казахстан. Главная задача каждого – выполнить все элементы прыжка с дополнительными шагами, точно и правильно. Спортсменам было важно сохранить равновесие и ритм на каждом этапе прыжка, чтобы прыгнуть как можно дальше. Они должны учесть то, что у них должна быть крепкая стопа, потому что если стопа будет слабая, у них не будут получаться скачки и вторые прыжки. Нормально, мы разные упражнения на тройной делали, ну почти все. Я тройной тренирую. Несмотря на все сложности и трудности, Глеб Клепинин все же завоевал почетное второе место. Сложнее всего техника прыжка самого и приземление. Недоволен. Я мог первое занять, но меня прыгали. Но с кем не бывает. Тренер не очень доволен. Говорит, что я мог лучше. Легкая атлетика – это не только про соревнования и медали, это про командный дух и поддержку. Каждый спортсмен знает, что за его победами стоят тренеры, товарищи по команде и близкие люди. Так считает и Альберт Винокуров, который занимается легкой атлетикой с 5 класса. В последнем прыжке якутянин сразу взлетел на первое место, прыгнув на 13 метров 98 сантиметров и выполнил норматив первого разряда по легкой атлетике. Конечно, счастлив. Я пока не понял, что вообще выиграл. Все благодаря тренеру Петру Александровичу. Он меня к всему этому привел. В 7 утра приходили, пахали. В международных я первый раз участвую. Вообще очень круто, прям. Атмосфера вообще. Воу. Для многих спортсменов легкая атлетика становится школой жизни. Она учит дисциплине, терпению и настойчивости и помогает преодолевать трудности не только на стадионе, но и в повседневной жизни. Это страсть, призвание и смысл жизни для тех, кто выбрал этот путь. Она вдохновляет, закаляет и делает сильнее. Айсена, ты знаешь? Максим, спускайся уже с небес на землю. Айсена, а ты знаешь, что в первых играх «Дети Азии» медали разыгрывались в 8 видах спорта. Сегодня их количество увеличилось до 24. И этот список продолжает расти. Максим, это действительно так. На этих играх «Дети Азии» представлено впервые скалолазание. За медали борются и юноши, и девушки, а максимальная высота скалодрома составит аж 16 метров. Проверить карабины, осмотреть страховку, размять мышцы. Только после этого можно отправляться покорять вершины скалодрома. Само скалолазание, как вид спорта, хоть и дебютирует на играх этого года, но уже может похвастаться обширным составом спортсменов. За звание самого ловкого, цепкого и быстрого поборются сразу 9 сборных. На выбор для спортсменов 3 модуля разных высот – скорость, трудность и болдеринг. Последний самый сложный, ведь он имитирует лазание по отвесным валунам. Для прохождения трассы на трудность, то есть спортсмен при выполнении попытки, он должен не нарушать правила и в том числе не превысить контрольное время на трассе. И в болдеринге тоже ограничено время на попытку на каждой трассе. Восхождение на любую вершину, будь то Эверест или 16-метровый искусственный скалодром, требует тщательной и долгой подготовки. Сборная Москвы начала ее еще полгода назад. За плечами крупные сборы в разных городах страны. Вот этой группы 14-15 лет сложный сезон. Мы провели сбор
в Санкт-Петербурге перед спартакиадой, потом спортсмены участвовали в спартакиаде, и через небольшое количество времени они приехали сюда, буквально через несколько дней. То есть они сейчас, по идее, на пике формы, в хорошем тонусе, все у них хорошо. Арина Моисеенко последние 4 года посвятила скалолазанию. Спортсменка считает, что эта дисциплина больше других развивает волевые качества и позволяет преодолевать любые страхи и сомнения. Я обожаю болдеринг, но также люблю трудность. Скорость я перестала лазить, когда попала в младшую категорию. Скалодром мне очень понравился, очень современный, хороший, и мне не терпится на нем полазить. Сами скалолазы, кстати, сравнивают свой вид спорта с партией в шахматы. Один неверный перехват, и ты вновь у подножья. Поэтому, говорят спортсмены, здесь как никогда важно просчитывать буквально каждый свой шаг на пути к вершине. Перед соревнованиями у дзюдоистов в голове только тактический план, основанный на знании правил борьбы. Главные принципы дзюдо – взаимная помощь и понимание для достижения большего прогресса, наилучшее использование тела и духа. Эти соревнования были для меня очень важны. Я являюсь чемпионом Узбекистана. Все соперники были очень сильные. В дзюдо важно уважать всех, благодаря этому качеству выигрывать сильнейшие. Хочу поблагодарить всех родителей, тренеров и тех, кто оценил мою спортивную подготовку. Спортсмены уверены, чтобы завоевать победу, нужны упорство и сила духа. Чтобы стать лучшими в своих весовых категориях, дзюдоисты должны соблюсти несколько правил. Для достижения победы в дзюдо одной силы мало. Здесь нужно просчитывать каждый шаг своего соперника. Для достижения победы борец должен выполнить либо бросок на спину на татами, или же выполнить удержание на 30 секунд. Тщательный отбор и сложные тренировки. На татами собрались сильнейшие дзюдоисты разных стран и регионов. По итогам нескольких встреч определены сильнейшие дзюдоисты в своих весовых категориях. В схватке я чуть-чуть больная была, мне было трудно бороться сегодня. Так, хорошие схватки. Трудновато чуть-чуть. Финальные схватки украсила спортсменка из Северной Кореи Ким Ю Джонг. Ее соперницей выступила Алина Яловая, спортсменка из Москвы. Соревнования проходят под внимательным наблюдением опытных рефери и судейской коллегии. Сборные Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, вот эти, особенно по юношам, эти представители доминировали в этих категориях сегодня. Еще также хотелось бы отметить девушка, которая выиграла 44 килограмма Северной Кореи. То есть их немалочисленное участников, но одна из участниц завоевала золотую медаль. Найти нужные подходы к разным по характеру ребятам. Именно на этом начинает строиться работа наставников и тренеров-спортсменов. Ее плоды видны не сразу, но с каждым новым турниром дзюдоисты учатся главному – эмоции в стороне. Соперник, да, был сильный, тяжелая встреча была. Вот. Помогло помогло упорство, хотение победить было. Просто перед схваткой разобрал соперника, как он борется, и все. И просто ловил его на ошибках. Очень большой был цикл подготовки. Мы сначала сюда долго отбирались, потому что у нас всего только 8 квот для Дальнего Востока. А после отбора уже мы целенаправленно готовились к играм, потому что сюда приезжают лучшие спортсмены, и все схватки здесь очень тяжелые. Соревнования будут продолжены. В ближайшие дни спортсмены средней и тяжелой весовой категории вступят в схватку. Можно смело отметить, что эти соревнования для многих дзюдоистов станут воротами в мир большого спорта. Даяна Федорова, Георгий Григорьев. Для того, чтобы стать хорошим стрелком, нужно не только твердо стоять на ногах. Для этого нужны еще сильные руки, острое зрение и, пожалуй, стальные нервы. Каждый спортсмен, занимающийся стрельбой, воспитывает в себе такие качества, как наблюдательность, стремление к победе и способность совладать с собой в любую минуту. Специфика действий спортсмена на огневом рубеже подразумевает монотонность и статику. Впрочем, в стрельбе есть свое очарование.
Представители сборной Армении уже не первый год принимают участие в играх «Дети Азии». Начиная с 5-х по счету игр, спортсмены из солнечной Араратской долины являются постоянными участниками в соревнованиях по стрельбе. Здесь все хорошо, нам очень понравилось, вообще супер, все организаторам спасибо. Не знаю, по-моему, все это будет хорошо. Состязания проходят в двух категориях – винтовка и пистолет. Спортсмены стреляют из нарезного малокалиберного и пневматического оружия. Правила зависят от оружия, дистанции, мишени, позиции стрелка, количества выстрелов и временного ограничения. Участники соревнований набирают очки по результатам попадания в мишень. У каждого спортсмена в личном упражнении 60 зачетных выстрелов. Соответственно, максимальный выстрел у нас 10 очков. Это на пистолете чистыми, и на винтовке стреляется с десятыми. Там максимальный выстрел это 10,9. Соответственно, все 60 выстрелов суммируются, получается сумма баллов, которую уже зарабатывает спортсмен, и рейтинг спортсменов, кто больше наберет баллов. Эдита Манучерян занимается стрельбой уже 3 года. За ее плечами не одно соревнование, в числе которых и предыдущие игры «Дети Азии», что прошли во Владивостоке. Там я заняла 5-е место. Ну, неплохой показатель. Или хотелось все-таки... Это все-таки хотелось больше, но Владивосток был первое соревнование не в мире, не в нашем мире. Для Армена Геворкяна спортивные игры вторые по счету в копилке международных соревнований. И в этот раз он решительно настроен войти в тройку лидеров. Жду от игр хороших результатов, а уже потом посмотрим, какие медали возьму. Впрочем, известно, что правильный настрой – это уже определенный процент успеха. Теперь изнурительные тренировки в профессиональном спорте добавляют к успеху всего лишь 1%, тогда как остальное во многом зависит от природных данных. Однако, как говорят эксперты, напряженная дуэль может сложиться между спортсменами из Казахстана и ребятами из Уральского федерального округа. Тем не менее, встречают, как известно, по оружию, а вот провожают по мастерству. Надежда Саханская, Радомир Сергеев. Выпуск дневников игр «Дети Азии» подошел к концу. Следите за нами каждый день и будьте в курсе самых интересных событий, которые происходят на играх «Дети Азии». Пока-пока!